В сельском поселении Южное завершено строительство школы на 320 мест. Она была построена в рамках реализации национального проекта образования. Трехэтажное здание школы оснащено лифтом, пищеблоком, а также системой автономного водоснабжения. В настоящее время в Южном действует одна школа, построенная еще в 1985 году, работающая в 2 смены. С вводом в эксплуатацию новой школы учебное заведение перейдет на односменный режим обучения. В честь первой годовщины со дня образования Академия цифрового развития проведет День открытых дверей школы 21. Участвующих ждет экскурсия по кампусу школы и знакомство с методологией обучения, деловая программа, бизнес-тренинг от бизнес-акселератора Ингушетии, открытая лекция «Шаг в цифровое будущее», перезагрузка и многое другое. Мероприятие состоится 10 февраля по адресу Магаз, улица Хрущева, дом 10, начало в 10:30. Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год по 838 направлениям подготовки и научным специальностям. По 77 из них число целевых мест увеличено в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на предстоящий учебный год регионы заявили о потребности по 12 новым направлениям подготовки. По медицинским специальностям в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Большие квоты на целевое обучение выделены также и для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. Власти намерены обязать бизнес в пищевой промышленности использовать в производстве ГОСТы вместо собственных технических условий. Такие поправки к закону о стандартизации разработал Минпромторг России. В настоящее время при производстве пищевых товаров предприятия могут использовать либо ГОСТы, либо собственные техусловия и стандарты организации. Новые поправки призваны обеспечить соответствие внутренних инструкций требованиям ГОСТов. По замыслу ведомства это позволит существенно увеличить качество выпускаемой продукции. Штраф для компаний за необеспечение безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог может составить до 1 миллиона рублей. Соответствующие законопроекты депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Согласно пояснительной записке, для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, за нарушение указанных статей, предлагают установить штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 400 до 600 тысяч. При этом, если из-за плохой дороги люди попали в ДТП или получили вред здоровью легкой или средней тяжести, размер штрафа для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. В сельском поселении Новый Редант по улице Джабагиева произошло возгорание потолка жилого дома. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий были привлечены силы и средства МЧС России. С 2026 года россияне смогут выходить на пенсию без необходимости подачи заявлений, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Она отметила, что с этого года пенсионный фонд сможет назначать пенсии по старости в автоматическом режиме. По словам сенатора, беззаявительный порядок уже применяется для назначения страховых и социальных пенсий по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности. Будущие пенсионеры будут получать уведомления о состоянии своего лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и возможности отсрочки пенсионных выплат для получения повышающих коэффициентов, уточнила Епифанова.